Да, да. Организму для тебя тяжело или нет? Э, Да, конечно, оно дается тяжело. Я думаю, никому легко не дается весогонка. Всем тяжело. Мы тоже будем гонять и делать все. Расскажи еще, пожалуйста, а почему появился у тебя никнейм Терминатор? Вообще, откуда это повелось? Многим тоже интересно это. Может, с какого-то боя это вышло? Да, это из-за боя, который в Кыргызстане был. Я тогда 5 раундов дрался за пояс. Меня там засудили, дали ничью. Я выиграл там практически весь раунд, 5 раундов. Но из-за этого там и у меня появилась кличка Терминатор. В твоей карьере не так много ошибок, но если вспомнить май 2018 года, бой против Шавката Рахмонова, он у тебя стоит в графе поражения. Хотел ли ты закрыть этот бой против Шавката Рахмонова? Я знаю, что он сейчас в UFC, но тем не менее. Есть ли у тебя желание встретиться с этим бойцом и почему? Конечно, у меня есть желание очень, потому что я тогда за 12 дней принял бой, у него тогда соперник сиделся, и мне предлагали, э, как там все знают, мои братья там все знают, он там ничего не было, он просто один удар сделал, и судья остановили, и дали ему бой. Победу. Я встал и говорю, что случилось, тут ничего не было. Я думаю, если реванш было бы, то это мне очень интересно. Для Ну, тех, не кто нас знаю, сейчас... ну, не знаю, мы доберемся до него или нет. Ну, он молодец сейчас, и все выиграл. Желаю ему удачи. Для тех, кто нас сейчас смотрит, я расскажу так вкратце, что Фаридун Адилов очень нехотя согласился выйти в прямой эфир, потому что предпочитает готовиться и тренироваться без Инстаграма. Расскажи, почему вообще ты решил отказаться от социальных сетей и насколько сейчас настрой у тебя вообще, вот про это хочется узнать. Сейчас у меня большая ответственность перед своим клубом, перед своими братьями, родителями, перед своим народом. Ну, я думаю, надо правильно относиться к этому и лишним не думать, и только надо подготовиться и уповать Всевышнему, а результат уже потом будет. Расскажи мне, а как ты относишься к трэш-току? Потому что главный бой всегда сопровождается какими-то вызовами, какими-то громкими словами. Что ты можешь сказать о себе, как о человеке, который может или не может начинать трэш-ток? Делается все, это нагрузки. Ну, ты сам понимаешь, ты тоже уже давно в спорте, следишь за всем. Ну, если ты раньше тренировался по 3-4 раунда спарринга делал, сейчас уже по 5-6 ты должен делать. Совсем недавно я прочитал, что чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян отправился в Майами для того, чтобы подготовиться к чемпионскому бою, сказав, что там огромное количество легковесов. Вот скажи мне, Фаридун, с кем ты точно, акцентированно из команды Evolve Gym будешь готовиться именно из средневесов к своему, собственно говоря, бою, главному бою 9 февраля? Я со всеми буду готовиться здесь, с средневесами. Тут очень дружно, эволы, мы все дружная команда там. Ребята очень хорошие, мы все помогаем друг другу. Ну, конечно же, мы должны все помогать друг другу и готовимся. Я недавно этот вопрос задавал Бухангиру Сейджамолову. И звучит он так. Скажи мне, пожалуйста, если в кабинете у Раджабали Байонова карта мира, где написаны лиги, где еще не звучало в главном бою Таджикистан-Баке, так, ну, если у тебя есть самая главная мотивация сказать эту фразу своему народу 9 февраля? Да, конечно, есть мотивация. Это очень мотивирует меня. Иншаллах, скажем это 9 февраля. Заключительный вопрос, прежде чем я тебя отпущу, потому что я знаю, что у тебя режим. Расскажи, пожалуйста, про свою семью, именно про самых близких людей, как они тебя поддерживают, выходят ли они на связь, и что они тебе пишут, очень даже интересно.
Ну, конечно, у меня отец, он сам тоже тренер, и мы каждый день общаемся с, с родителями, со всеми. Мы каждый день общаемся со всеми, вот. Ну, они все говорят, что готовился усердно, и чтобы без травм было главное. Остается тебе только пожелать удачи, сказать спасибо, что ты вышел с нами в прямой эфир. Это был Фаридун Спасибо. Адилов, главный бой 9 февраля. Пусть у тебя все получится. Хорошей Спасибо, тебе брат. подготовки. Главное, береги Спасибо. здоровье, потому что мы уже настроились посмотреть футбол. Спасибо, брат. Всего доброго. Всего доброго.